Таджикистан – гордая страна с длинной историей тяжелого становления. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Таджикистан стал независимым и чего ему это стоило. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Таджикскому народу на протяжении своей многовековой и наполненной событиями истории долгое время не удавалось получить собственное государство. Даже освободившись от гнета старых правителей, освободив свои земли во время революции и продолжительной гражданской войны, Таджикистан все равно остался лишь частью одной из советских республик. С 1924 года он назывался Таджикская автономная Советская Социалистическая Республика и входил в состав Узбекской ССР. Лишь спустя долгих 5 лет в Москве решили создать отдельную Таджикскую ССР. Это историческое решение было принято 16 октября 1929 года, ровно 90 лет назад. Во многом нежелание Москвы отдать таджикам отдельную территорию было обусловлено тем, что народ там считался одним из самых своевольных. Не хотели персоязычные народы больше жить ни под началом Бухареста, ни под предводительством коммунистов из Москвы. Многие становились басмачами или маджахедами, уходили партизанами в горы и пытались вести подрывную деятельность против советского правления. Любые советские реформы из столицы встречали резкую критику. Указания на местах не выполнялись. Традиционные ценности и верховенство ислама таджики считали более важными, чем любое светлое коммунистическое будущее, которое обещал Ленин. Вы знаете историю становления Таджикистана? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. 16 октября 1929 года Третий чрезвычайный съезд Советов СССР утвердил Декларацию о создании независимой республики Таджикистан. Несмотря на это, из Москвы сразу пришли несколько условий. Руководству необходимо было обеспечить комфортное проживание более чем миллиона персоязычного населения. Под эти цели в Кремле решили передать таджикам худжанд. Это был своеобразный подарок в честь обретения независимости. Еще одно условие Москвы состояло в переименовании столицы Республики Душанбе в Сталинабад. Кроме того, управлять ТССР прислали варяга. Азербайджанец Мирза Гусейнов стал первым правителем независимого государства. Позже его снимут с должности за уж слишком обширные репрессии, а затем и самого Гусейна расстреляют за создание националистической организации. Несмотря на все сложности и проблемы, создание Таджикской ССР привело к мощному толчку в экономике и развитию инфраструктуры этих земель. Массово начали строиться университеты, театры, заводы. Фактически на пустом месте возводились города, к которым прокладывались дороги. Таджикистан из предгорного преимущества сельского района превратился в экономически развитый край, которым остается и до сих пор. Преувеличить события 90-летней давности невозможно. Это действительно один из самых важных дней в истории таджикского народа. Он не только впервые получил собственное государство, но и подвел важную юридическую базу под события будущего. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.